Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Исландии Гуллейгер Торберсон подписывают совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Исландия об обеспечении преемственности председательства России и Исландии в Арктическом совете. Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, His Excellency Mr. Sergei Lavrov, and Minister for Foreign Affairs of the Republic of Iceland, His Excellency Mr. Gulloger Tortorberson, are signing the joint statement by the foreign ministers of the Republic of Iceland and the Russian Federation on ensuring continuity of Iceland and Russia's chairmanships in the Arctic Council. Уважаемые коллеги, начинаем совместную пресс-конференцию министров иностранных дел России и Исландии. Уважаемые дамы и господа, мы провели полезные, содержательные, я бы сказал, переговоры. Связи между Россией и Исландией имеют давнюю историю. В октябре прошлого года мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Но, конечно, неформальные связи уходят гораздо глубже в историю. В этом году мы с господином Тордерсоном встречались в мае в ходе министерской сессии Арктического совета в финском Рованияме, и тогда особое внимание уделили арктической проблематике, а сегодня наряду с этой темой рассмотрели подробно целый ряд других насущных вопросов, прежде всего в том, что касается нашего двустороннего сотрудничества. Мы выразили общую заинтересованность в его поступательном развитии в интересах наших граждан во имя стабильности в нашем общем евроарктическом регионе, приветствовали восстановление политического диалога, в том числе на высшем уровне. Как вы знаете, на полях состоявшегося в апреле в Санкт-Петербурге форума «Арктика. Территория диалога» прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Исландии господина Йоханнесена. Возобновляются связи по линии парламентов. В октябре в рамках встречи руководителей парламентов европейских стран состоялась беседа председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и спикера Альтинга господина Сигфуссена. Господин Сигфуссен был приглашен посетить Россию в 2020 году. Надеемся, что это приглашение реализуется. По итогам прошлого года, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения, мы смогли переломить негативную тенденцию в торговле. Товарооборот вырос более чем на 20%, и хотя абсолютные цифры пока еще скромные, порядка 50 миллионов долларов, тем не менее тенденции налицо, и мы договорились постараться ее укрепить и сделать устойчивой. В этой связи отводим особую роль механизму регулярных российско-исландских торгово-экономических консультаций, очередной раунд которых запланирован на второй квартал 2020 года. И мы отметили растущий интерес исландского бизнеса к присутствию на российском рынке, что проявилось, участвуют более 30 компаний из Исландии. Мы с удовлетворением отмечали расширение географии межрегиональных связей. Готовность к взаимодействию с исландскими партнерами проявляют и Малоненецкий автономный округ, Камчатский край, Чукотка, Мурманская область. И это не просто проявление интересов. В целом ряде регионов России уже реализуются важные проекты в сфере инновационных технологий, телекоммуникационной, геотермальной энергетики. Вот геотермальная энергетика в конкретном плане используется как генерирующая мощность для реализуемого на Камчатке проекта энергомоста, соединяющий Камчатку и Курильские острова, и в перспективе с Японией. В его реализации активно участвуют исландские компании. Отмечу также вовлеченность исландских компаний в реализации программы
программы модернизации российского рыболовного флота. Они участвуют в проектировании современных судов, поставках оборудования. И выделю также события прошлого месяца. Фонд Сколково подписал соглашение о взаимодействии с Исландским инновационным центром. Наша авиационная компания S7 в летний сезон осуществляла регулярные полеты в Исландию в прошлом году и уже, учитывая позитивный опыт, начала продажу билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию в прошлом году увеличился почти на 20%, и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции. Мы говорили о том, что нужно сделать для укрепления нашей договорно-правовой базы. Целый ряд документов находится в работе. Условились подтолкнуть завершение необходимых для их вступления в силу процедур и ускорить подписание тех, которые пока еще не согласованы. Наши страны объединяет общая память о совместной борьбе с фашизмом. В России с благодарностью помнят о вкладе Исландии в формирование и поддержку полярных конвоев. И сегодня говорили о том, что президент Путин пригласил своего исландского коллегу, президента Йоханнессона, посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы. Мы отметили регулярное неплохое взаимодействие по линии наших министерств, Министерств иностранных дел. Исландия председательствует в этом и в следующем, с 19 по 21 год, председательствует в Арктическом совете, а вслед за ней на очередную вахту заступает Россия. И мы сегодня подробно обменялись мнениями о том, как выстраивать деятельность этого ключевого арктического форума. И наши оценки по большинству вопросов полностью совпадают. И только что при вас мы подписали заявление совместное, которое подчеркивает и символизирует преемственность председательств Исландии и России в Арктическом совете. Обсудили ряд международных проблем, ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы, связанные с положением дел вокруг Ирана, взаимодействие в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций и другие вопросы, касающиеся деятельности ООН. Договорились поддерживать контакты. Меня господин министр пригласил посетить Исландию. Я хотел бы это сделать, и мы согласуем конкретные шаги, которые позволили бы такому визиту состояться. Спасибо. Большое спасибо. В первую очередь хотел бы поблагодарить своего российского коллегу, господина Лаврова, за проведение этого мероприятия, нашей встречи. Прошло 8 лет с тех пор, как последний раз министр иностранных дел Исландии посещал Россию. И в этот раз мы говорили об арктических вопросах, вопросах торговли. И Исландия стала председателем Арктического совета в 2019 году, и затем Россия станет председателем АЭС. И я рад отметить, что сегодня мы подписали совместное заявление для того, чтобы обеспечить преемственность двух председательств в Арктическом совете. В данном заявлении также говорится о нашей приверженности тому, чтобы конструктивно работать вместе и сотрудничать по арктическим вопросам. Устойчивое развитие лежит в основе председательства Исландии в Арктическом совете. И я надеюсь, что Арктика продолжит быть регионом мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Что касается двусторонней торговли, Исландия и Россия имеют очень давнюю успешную историю взаимной торговли, даже в ходе самых темных страниц нашей истории, в ходе Второй мировой войны мы всегда поддерживали отношения между нашими странами. Эти отношения всегда были дружественными. Однако ограничения, которые были введены Россией в 2015 году на импорт различной продукции, повлияли на эту торговлю, и мы постоянно выражаем свою беспокойность относительно этого факта. Однако по-прежнему существует много позитивных тенденций. Различные исландские компании, которые занимаются хай-теком и инновационными вопросами, очень активно работают в этом секторе России, например. И также мы видим существенный рост туристического потока из России в Исландию, и мы это всячески приветствуем. Четкий показатель наших углубляющихся торговых отношений – это создание Исландско-российской торговой палаты.
И тот факт, что со мной в составе моей делегации присутствуют представители 30 компаний из Исландии, это говорит о значительном интересе. И я надеюсь, что наши торговые отношения еще больше укрепятся и будут расти. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Вопрос журнала «Международная жизнь», пожалуйста. Евгений Педанов, журнал «Международная жизнь». У меня вопрос к обоим министрам. Количество неарктических стран, стремящихся участвовать в освоении Арктики, постоянно растет. Как вы относитесь к перспективе расширения Арктического совета? Спасибо. Ну, действительно, много стран проявляют интерес к этому региону, и у членов Арктического совета нет аллергии на то, чтобы неарктические государства сотрудничали в реализации целого ряда проектов на севере, в высоких широтах. Увеличивать количество членов Арктического совета не планируется, и никто таких идей не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя, который уже предоставлен, я уже не помню сколько, но их точно больше, чем членов Арктического совета. И каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы неполитизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает Арктическая восьмерка, мы не видим. Пожалуйста, следующий. Я полагаю, что тот баланс, который сейчас есть, он уже достаточно устойчивый и хороший среди членов Арктического совета и стран-наблюдателей. Они проявляют интерес к Арктическому региону, это прекрасно, необходимо продолжать работать в этом направлении. Когда мы говорим об основных целях, это, естественно, научные исследования, которые проводятся в этом регионе, в Арктическом регионе, и очень важно в этом отношении работать со всеми заинтересованными сторонами, не только с членами Арктического совета, но и с наблюдателями. Но я согласен, что нет причин расширять членский состав Арктического совета. Та система, которая есть сейчас, она весьма успешна. Спасибо. Следующий вопрос, телеканал «Rush Today». Здравствуйте. Сергей Викторович, сирийские демократические силы вновь обвиняют Турцию в нарушении взятой на себя обязательства, касающиеся зоны безопасности, и считают, что военные операции, проводимые в районе Таль-Иза, никак как стремление Анкары для взятия под контроль международной трассы М4, как в Москве рассматривают развитие ситуации там. И действительно, господин министр, сегодня есть опасения, что Тахрир-Шам вновь готовится провокации с использованием им оружия в Идлибе. И как можете прокомментировать последний доклад Генсека Международной организации по запрещению им оружия, касающий Думы? Спасибо. Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября у нас нет информации, которая свидетельствовала о том, что Турция собирается его нарушать. Я бы посоветовал вот силам демократической Сирии и в целом политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и прежде всего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут полностью сотрудничать. Через несколько дней, когда Соединенные Штаты изменили свою позицию и сказали, что они ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их правительство не захватило. Руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм по поводу взаимодействия в выполнении Сочинской договоренности и опять стало полагаться на покровительство Соединенных Штатов. Если они будут занимать такую позицию, то до добра это не доведет. Они должны твердо понимать одну непреложную истину. Обеспечить права сирийских курдов можно исключительно в пределах и в рамках территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Для этого им нужно вступить в реальный, полноценный диалог с сирийским правительством. Они, когда американцы заявили о своем уходе из Сирии
тут же выразили готовность к такому диалогу, а потом опять переметнулись на позиции достаточно неконструктивные. Так что я бы здесь посоветовал все-таки нашим курдским коллегам быть последовательными и не пытаться конъюнктурно заниматься достаточно сомнительной деятельностью. Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается. И именно то, что мы ее придаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых белых касок, которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая Соединенные Штаты, мы тоже об этом знаем. И ситуация, которая складывалась с участием белых касок в множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в Восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, не более чем убедительны. И мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия. Сейчас как раз идет конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. И те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад и по Сирийской Думе, и доклад по ряду других сомнительных историй, эти факты, конечно, от них никуда не деться. И мы очень рассчитываем, что и генеральный директор этой организации, и все остальные сотрудники будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и не получения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций. Пока мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством Организации по запрещению химического оружия. Информагентство ТАСС, пожалуйста. Добрый день, агентство ТАСС. Вопрос господину министру Исландии. Скажите, пожалуйста, будет ли Исландия создавать международный порт, о возможности строительства которого заявила в октябре этого года посол Исландии в России? Спасибо. Не могли бы вы уточнить свой вопрос, о каком порте вы говорите? О морском? Пока еще не было принято решение. Мы говорим о северо-востоке Исландии. Прежде всего, был интерес со стороны Германии. Они работают с местными властями для того, чтобы рассмотреть, возможно ли создать такой морской порт в будущем. Возможно, у нас также будет специальный кластер в этой области. Это уже обсуждалось неоднократно. И причина, когда мы говорим о поиске и спасении, об этих операциях, связана с тем, что мы видим увеличение интенсивности движения в Арктике и в Северной Атлантике. Но пока еще никакого решения не было принято. Сейчас у нас есть свои интересы, и порт — это всего лишь одна из областей, которую рассматривают местные власти. И уже несколько лет этот проект разрабатывается, но пока не было принято решение. Associated Press, пожалуйста. Сергей Викторович, Комитет ВАДА рекомендует отстранить Россию на 4 года от участия в международных соревнованиях. Как это может сказаться на имидже страны? И ваше мнение, справедливо ли это? Спасибо. Ну, во-первых, это пока только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена Советом ВАДА, или как там у них называется, руководящий орган. Поэтому я бы не стал сейчас делать каких-то
поспешных выводов. То, что есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой, причем обвиняемый, по сути дела, во всем и повсюду. Какую область международной жизни не возьми, конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения. Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам. Поэтому с их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их аргументации антироссийской. Но то, что эти страны непосредственно и затевают подобного рода ситуации, нам тоже хорошо известно. Поэтому мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене. Не бывает так, что один или двое, скажем, там Россия и Китай, во всем виноваты и все нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила. Мы уважаем международное право. Оно предполагает прежде всего справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия. А со стороны наших западных партнеров мы далеко не всегда такие вразумительные и соответствующие международному праву объяснения получаем. Спасибо. Уважаемые коллеги, пресс-конференция окончена. Благодарим за внимание.